больше называем текстильной графикой. Наши краски – это ткани. У кого-то они в тюбиках, а у нас в метрах. Парча фактурная. Вокруг нее можно и бархат, и атлас, и органзу, и лаке. Любимая моя ткань – лен, наш белорусский, потому что относительно этой ткани, вот как камертона, звучат все остальные ткани. Ткани, вот 7 нот, как в музыке. Бери, пиши симфонии, марши, вальсы. И когда технология у тебя уже отработана, как у этих балерин, отскакивает от кончиков твоих пальцев, ты уже не думаешь об этом. Волшебство, оно же в мелочах. Оно же, если ты это видишь, волшебство, тогда оно только появляется. Я приучила себя видеть так, что я не вижу гадости. Это надо видеть, но это не надо делать предметом искусства. Я, насколько помню себя, я всегда что-то рисовала. Это на самом деле так и было. И помню, что рисовала, как удивительно, я потом вспоминаю, наверное, все-таки лик какой-то вот, ну, я не знаю, с иконы. То, что я видела потом, это было более похоже на вот именно такой лик, я бы даже сказала, Богородицы. Я не знаю почему, но это я вот помню. Рисовали, я помню сейчас, рисовали, я лично помню, королев. Вечно принцессы, королевы, что-то сказочное. Во-первых, читали. У нас наказание было с сестрой, нас наказывали, не давали книжки читать. То есть вот да, это сейчас как бы странно звучит, но тогда это было, то есть мы ночью читали все свое свободное время. То есть фантазия уже в детстве, она как бы развивалась благодаря чтению книг. Вот сейчас убирала в мастерскую и нашла книжечку, каталог. Ей уже, вот, скажем так, не помню, сколько лет этому каталогу, но в следующем году, то есть моей выставочной деятельности 50 лет. Вот я так посмотрела, то есть 10 лет я первый раз выставлялась, участвовала в международном конкурсе детского рисунка «Я вижу мир». Мои рисунки, это, естественно, Москва, это союз тогда был наш нерушимый. Вот. И в числе, по-моему, 3 детей с нашей Белоруссии, вот мой рисунок был. И называлась «Папа читает газету». Я его с натуры рисовала. Это труды в школе, одежда, ситчик, ткани скромные, и все это, когда все делают, как это сказать, это было не творчество, это было насилие над личностью. Вот. То есть ты не понимал, как это делать, зачем это, ты обучался, но тебе это было неинтересно. Мы близнецы. Вот это у нас совершенно все параллельно, и вот и каждый друг перед другом. Кто, и причем работали, как такая есть пословица, одна голова хорошо, 2 лучше. Вот это у нас так и было. Одна говорит, вторая дополняет, и дальше идет, рождается. Нам было интересно это все делать, и мы вдвоем так и росли в творчестве, я бы сказала. Потому что совершенно одинаковый талант дал Господь нам в этом плане. И предпочтение, что не рисовать на холсте, на бумаге, а именно с тканью работать. Вот это вот удивительно. После 8 классов, ну, нам было так сказано с сестрой, или идите работать, или вот поступайте в техникум. В 10 класс вы не пойдете. Да. И мы поступили в Минский технологический техникум по специальности там, моделирования женского платья. Конкурс туда был 12 человек на место, а в художественный институт 4. То есть туда попасть было очень сложно. Художник-модельер – очень престижная специальность. Умение шить мы получили до института. И уже с 1-го курса мы помогали дипломникам уже делать мебель. Они дипломы, а мы уже изготовление мебели, именно что касалось текстильной части. И там такая скрупулезность, это вот за что я могу быть благодарна, вот когда вы смотрите на работу и не видите ничего лишнего, вот, даже какой-то маленькой ниточки, которая там должна откуда-то там еще может остаться. Этого нет. Это все заслуга профессионалов, которые преподавали там. Потому что я помню сопряжение, когда мы там проходили лекал. Это сейчас такие технологии интересные, когда можно на компьютере быстренько там исправить, да? А там же нет. Вырезал 1 раз неправильно, переделывай все лекал. Сопряжения, они хорошие, они вот тебе не поставят отметку, пока ты там хорошо все не делаешь идеально. И это была такая школа. Плакали, делали, учились, все нормально. В тот год, когда мы поступали в художественный институт, сейчас нынче это академия, ткани перевели в Витебск. И мы поступили с сестрой на интерьеры и оборудование. То есть, и вообще в дипломе записано «Художник декоративно-прикладного искусства».
То есть мы можем все. И мебель, и интерьер, и маркетри, и с деревом работать. У Веры есть глибокая інтуїція, адчуванне менавіта вось такога цельнасці карціны. А Люба, відаць, мне так падаецца, што яна якраз такі цэнтр разумовы цэнтр, які выстрайвае ўсю, можа быць, вось гэту ідэю. І потым на гэту ідэю накладваецца менавіта вось гэтая распрацоўка менавіта кожнай дэталі гэтага палатна. Калі мы вучыліся ў Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце, я ведаў пра яе. І я нават прыгледжваўся да ёй, і яе постаць, яе твар заўсёды для мяне былі нейкім такім адрозненнем чалавека інтэлігентнага, чалавека мастацкага і чалавека, які нешта у сабе нясе незвычайнае. Очень большой кусок жизни именно в одежде. Мне всегда нравилась не просто одежда, а эксклюзивная одежда. А это, скажем так, такая ниша, которая, тяжело, скажу так, в Минске. И вообще был такой момент, конкурс какой-то, «Мила», по-моему, назывался. Смотрю так, один рукав, картина. Полочка, в рамочку ставит картина. Я тогда просто задумалась. Я уже делала из ткани, делала свою, вырабатывала свой стиль с аппликацией, с какими-то объемными делами. Мне нравилось просто ткани сочетать по разным фактурам, по цвету. Все время с ними экспериментировать. Не просто отшивать что-то. То есть для меня вообще совершенно скучно, неинтересно. Творчества там мало. И потом как-то так получилось, что вот как раз на этих конкурсах какие-то победы, денежные призы, какие-то покупки. И получился очень удачный момент, когда деньги доставала из тумбочки, родила второго сына. И вот думаю, есть свободное время и деньги. То есть всегда нужна, как это сказать, возможность попробовать себя в чем-то новом. Попробовала, понравилось, и больше к одежде не подходила. Хотя и Поплавская делала, сценические костюмы, были очень хорошие отзывы. Вот. И еще работала с нашими артистами. Но вот именно работать в своей авторской технике текстиля мне гораздо интереснее. Здесь больше полет и творчества, и фантазии. Стиль мы больше называем текстильной графикой. Хотя я бы сказала, что здесь уже есть место текстильной живописи, да, и здесь вот это видно, да. Но на самом деле вот близко к текстильной графике, потому что используем, вот, чтобы легко было понять, наши краски – это ткани. У кого-то они в тюбиках, а у нас в метрах. Приходишь в магазин, дайте мне этой краски. Но я так не говорю, я говорю, мне этой ткани. Но сам для себя я покупаю краски, которые имеют, кроме цвета, еще фактуру. Вот о чем, почему так звучат работы. Здесь вот эта материальность, да, она настолько звучит, как ты ее подал. Вот виноград можно подать, конечно, матовым, холстом или, не знаю, чем-то другим, да, я примеру рассказываю. А я вот так решила, и есть как эта вот материальность, это звучание, да, по отношению причем к другим тканям. Оно и появляется, вот это вот все вместе, вот эта вот цельность и работа, и звучание, это же какой-то симфония, скажем, музыкальная. Не солирует только одна там скрипка или еще что-то, это другие там произведения музыкальные. Когда это идет что-то симфоническое, все вместе, это должно звучать одно на другое. Есть акцент, есть главное, есть второстепенное, есть эта музыкальность, вот это струйный ряд. То есть это все присуще этим работам, на самом деле. Вот это вот из глубины это можно долго рассказывать. То есть я и режиссер, я и постановщик, я и актер, и все. И завхоз. Если рассматривать ткань как краски, ты заходишь, они постоянно какие-то новые обновляются, это можно... Это только вершина айсберга, то, что вы видите от тумбочки, а второй этаж. И покупаешь не именно под какую-то работу, а так вот просто понимаешь, что она тебе пригодится. И она действительно, она может несчастна, она может через год, через два, но она тебе пригодится. Бывает и дольше ждет своего часа. Я смотрела за тем, как Люба начинает вот этот путь.
как она сначала из бумаги какие-то трафареты накладывает, какую-то композицию составляет, потом начинает ткани подбирать. У нее же огромный там склад этих тканей, там можно закопаться с головкой. Мне Люба сказала, я иногда и год эту работу не могу закончить, потому что нет вот того вот самого кусочка, которого я могу вот где-то разыскать. Люди вот такого уровня относятся к своей работе до такой степени скрупулезно, что она не может позволить себе вот тот же самый кусочек заменить другим. Вот она видит это по-другому, и она понимает, что другого просто не может быть в этой ситуации. Ну и потом, конечно, там что-то не получилось, строчка не такая, где-то там кусочек вылетел из-под тесьмы. Конечно, все равно переделает, конечно, все перепорит и доведет до стопроцентной готовности, стопроцентного ума. Мне даже интересно всегда какие-то ткани, даже обраковочные какие-то, с какими-то своими изюминками, своими этими самыми фактурами. А бывает, маленький кусочек остается. Да, вот такая есть особенность. Забирать последний кусок. Любимая моя ткань, как, несмотря на вот это богатство блеска, допустим, цвета и всего, лен наш белорусский. Потому что относительно этой ткани, вот как камертона, звучат все остальные ткани. И я просто могу взахлеб рассказывать о том, насколько вот наш лен действительно он и благороден, и природен, и экологичен, и симпатичен в рифму. Вот. Но на самом деле я работы строю все ткани относительно этой ткани. Все цвета, все фактуры относительно этого фона. И в этом вот, может быть, вот мой секрет маленький. И однойчы она мне сказала: Олег, вось ты там много выступаешь, где, значит, на концертных пляцовках, я вырашила для тебя пошить, значит, такой невялічкі касцюмчык. Асноўным матэрыялам гэта быў наш, канешне, цудоўны беларускі лён. Яна зняла меркі, усё абмерылі, так сказаць, і усе параметры. І праз колькі там, праз месяц, можа, паўтара, яна запрасіла мяне: вось прыйдзі, калі ласка, у майстэрню, і мы табе ўручым гэты касцюм. Калі я прыйшоў туды, я пабачыў 2 костюма. Парча фактурная такая, чтобы не просто гладкая, однотонная какая-то, я уже не говорю по цвету, это в зависимости от гаммы работы. Потому что она настолько обогащает. Вокруг нее можно и бархат, и атлас, и органзу, и лаке. Одна тоже из ее достаточно давних работ, яркая, большая, в большом формате, яркая. И эта картина бесспорно поддерживает интерьер. Мы попробовали ее однажды убрать. И, может быть, захотели бы приобрести что-то другое, поменять. Но интерьер исчез. Когда зимой больше свободного времени, я вглядываюсь в эту картину, и мне кажется, что я получаю идеи, как мне обустроить в следующем году по-новому свой цветник, потому что вот здесь вижу такие-то подсказки. У творчасці Веры больш прысутнасць цёплых адценкаў ёсць у працы, больш тэхніка, так больш льна прысутнічае. І працы, они трохи адрозніваюцца по свайму, так скажем, светапогляду. Да? У них мэты аднолькавыя, а светапогляд трошки іншы. Таму яны, как это, і паняцце вера, і любовь, яны адрозніваюцца па жыцці, в мастацтве они вельмі розныя. Это работа с такой историей интересной. Вот захотелось мне сделать что-то, причем настолько желание было естественное и из глубины шло, посвященное своим предкам. Ну вот на самом деле мне это трудно рассказывать, почему это так все происходит, как рождается каждая работа. У каждой работы есть своя история. Но это удивительно, вот посвящение действительно своим бабушкам, своим дедушкам, своим корням. И вот родилась эта работа, которая называется «Яблонька». И отрисовала графику все, вот, потому что яблонька, вот мои воспоминания детства у бабушки, когда такой сад яблоневый, мы ходили по этим яблокам как по ковру. Красные яблоки, это в траве, это, я не знаю, там песни, конечно, есть всякие, но это так и есть. И, наверное, многие ко мне присоединятся, что в детстве они по яблокам ходили босиком. Вот. И вот когда работа, она вроде по рисунку она делалась, по картону, потому что в начале всякой работы есть замысел, ты его отрисовываешь, вначале маленький, потом натуральную величину. Вот. И что-то не завершалось. А у меня по жизни вот был кусочек такой
от полотенца, который был в красном углу бабушки, под иконами висел. Вязаные, видимо, ей самовязанные, потому что тогда этого не было. Ну, это обычно домотканные были такие вещи. Вот. И тут мне попался, как всегда, перекладывала этот кусочек, но он действительно был со мной по жизни. Я не знаю, я его с собой как талисман, наверное, возила. То есть и в квартиру, и в мастерскую, вот он со мной так и был. И я как-то сразу увидела его в этом вот, приложила, и работа состоялась. И яблоки, они с яблоньки, они катятся, и катятся уже переходят, видите, она же там немножко больше, не хватает места. Они там катятся дальше. Наше пространство, эти яблоки, из того нашего, из памяти нашей, сегодняшний день. Особа, якая хоча адчуць і свет, і тое, што ў ім адбываецца з пункту гледжання вечнасці. І вось тады якраз я пабачыў, што для яе мастацтва не проста сродак выяўлення нейкіх асабістых сваіх амбіцый, задум, а мастацтва – гэта спосаб зразумець сябе і зразумець свой шлях у жыцці, сапраўдны шлях у жыцці, якім павінен ісці мастак, сапраўдны чалавек, які хоча прынесці ў гэты свет добро и прыгажость. Буквально вот мне уже делать работу, я знаю, что она будет с птицами, но совсем другая работа. И вижу сиваграк. Я понимаю, что это зимородок. Я понимаю, что это птица, за которую я за свою жизнь ни разу не видела. Для меня это легенда. Вот, то есть родилась тут же. Я прихожу, сняла эти птицы, стала их прорисовывать, прорабатывать. А по рисунку они не садятся. То есть нужна другая композиция, не та, что была. И начинаешь думать, мозговая атака, как, что, ну, вот, если это легенда, то почему это легенда? Потому что они уже исчезающий вид, что их не видишь, что любая живая душа – это сосуд драгоценный, почему они на сосудах. Вот. И вообще получается дворцовая где-то сверху архитектура. В ее творчестве прослеживаются многие нотки красоты, вот это женские особенно ноты прослеживаются, далее его как одухотворенность, я бы сказал, ее картин. У нас много ее произведений, много, я бы сказал. И я люблю особо близким своим друзьям дарить ее картины. Рядом с Красной площадью Малороссейка наше посольство Беларуси в России и культурный центр новый. Там громадный занавес 7×12 наше с Верой Николаевной. Детище такое мощное, уникальное. Там на кольчуге, которая заказывалась в Германии, там два цвета, медный и стального цвета кольчуга, на самом деле это занавес под полосами. И там наши элементы в таком вот ключе. Все было, делали быстро, с вдохновением, вот тоже отскакивало. Когда приехали в Москву монтировать на месте, и мы когда это все сделали, мы ужаснулись. Потому что если... В каком ключе ужаснулись? Потому что когда рядом стали, если бы нам сказали, что мы будем это все делать, я бы убежала и сказала, нет, я не справлюсь никогда, в жизни этого не будет. Потому что такой объем работы сделать, это вот так вот. А потихонечку делаешь, и получается. В храме-памятнике наши совместные с Верой Николаевной работы. Во Дворце Республики на втором этаже зал, где открывался саммит всех наших государств. Там 30 панелей мы делали совместно. На Воронянского ЗАГС, Октябрьского района полностью там весь в моих работах. Закупили очень много моих работ уже давно. И ЗАГС, не только, конечно, благодаря моим работам, но и тоже благодаря этому. В числе самых лучших на конкурсах побеждает, что лучший ЗАГС города Минск. Потом в Троицкой церкви, вот рядом с храмом-памятником, там есть крестильня, светские покои, тоже много моих работ. Однажды, просто зайдя в один из салонов нашего города, мы увидели на выставке, на экспозиции две картины. Они привлекли наше внимание, потому что много картин написано маслом, акварелью, графика на холсте, на бумаге.
Но это впервые мы увидели картину в красивой раме. А эти картины были сделаны из ткани, из лоскутков ткани. Мы нашли автора этих работ. Купив тогда 2 картины, наше представление их в нашем интерьере показалось недостаточным. Мы попросили еще ее что-то нам произвести. И она предложила тогда вот триптих «Утро, вечер и день». Это картины, чем знаменательны? Они самые первые, одни, по крайней мере, из первых в ее творчестве. Я сложности вообще в творчестве не вижу. В каком плане? Ты здесь фантазируешь, ты здесь просто работаешь уже как сложившийся, то есть поиски на самом деле, это пока ты студент, ты себя ищешь, там, в каком направлении тебе двигаться, инсталляции, эксперименты, пробуешь себя, вот эти вот провокации, возможно, какие-то там в творчестве, я имею в виду. А когда ты уже знаешь, каким путем ты идешь, то просто работаешь и все. Если даже что-то, вот бывает момент какой-то тебе сложный, ты настолько на этот момент делаешь упор, допустим, тебе надо что-то прорисовать, у тебя плохо получается, что ты просто берешь карандаш, бумагу, и это так отрисовываешь, и ищешь варианты всякие, что потом с закрытыми глазами можешь. Вроде мы и близнецы, а вроде мы и разные. На самом деле так и есть. Это будет видно даже по работам. Боря Семилетов, наш художник, вместе учились еще, он монументальное кончал нам. Он сказал, вот сразу видно по работам, Вера, вот так ровненько, так. А у тебя, говорит, все вот так. Ну, то есть, наверное, все-таки характер, темперамент человека, конечно, накладывает на работы отпечаток, я так думаю. Мне так кажется, что Вера все-таки более закрытый человек, она более углубленная сама в себя. А Люба более открытый, более коммуникабельный. Занимаясь прикладными творчеством и во многих видах, я, конечно, без ложной скромности скажу, что, в общем-то, достигла каких-то уровней, но работами Любы я всегда, ну и Веры тоже в конечном итоге восторгаюсь, потому что, ну, во-первых, как я уже говорила и повторюсь, эксклюзивность работ, она высочайшего уровня, ну и потом мастерство технологической проработки, вот просто до мельчайших подробностей все отработано и в цвете. Люблю очень скандинавскую ходьбу. Я как-то прониклась и понимаю, насколько она вообще полезна. Это отдельная тема. Могу долго про это рассказывать, потому что работают на самом деле не просто одни мышцы ног, а вообще почти всего дела задействованы. И там калорий сжигается гораздо больше, чем даже у велосипедиста. Вот. И вообще просто ходить, наслаждаться воздухом, дышать и идти. Я люблю бегать, несмотря как это во мне сочетается, я не знаю. Но я на самом деле очень усидчива. Вот придя к месту своему творческому и рабочему одновременно, я работаю и могу работать вот, даже без обеда и ужина. Но потом мне надо пройтись, и я иду пешком, вот, допустим, я не скажу, что квартал. Вот если отсюда до Волгоградской и туда дальше, я пешком хожу почти сюда и обратно. То есть утром и вечером я стараюсь ходить. Вот увидел, да, что-то заинтересовало. И тут же, хорошо, сейчас очень мобильные средства связи, тут же сфотографировал, потому что можно, конечно, это помнить, но интересно еще посмотреть. И листики в том числе, они тоже на самом деле вдохновляют. Так и есть. Мне когда пришлось работать в одной организации, и я научила людей, вот когда выходим, темно уже, смотрите небо, смотрите облака, смотрите звезды. Они меня до сих пор благодарят за это. Птичья тема и белорусская очень мне нравится. Вот легенда Беларуси, я бы сказала так. Потому что много есть то, что надо сохранить. Вот, допустим, птицы, исчезающие виды. Волшебство, оно же в мелочах. Я приучила себя это видеть так, что я не вижу гадостей. Ну, я серьезно. Я просто это или заменяю чем-то позитивным, или образ этот, если я вижу его. Потому что в жизни на самом деле много, мы все знаем, что много негатива. Но на этом останавливаться нельзя и зацикливаться нельзя, потому что это мешает жить, на самом деле, вот эта грязь. Это надо видеть, но это не надо делать предметом искусства.